Если говорить о росте нестабильности, межнациональной, даже межконфессиональной напряженности на Северном Кавказе, то здесь первое, нужно выявить те факторы, которые влияют на ситуацию, и второе, те силы, которые заинтересованы в дестабилизации этой ситуации. Если говорить о факторах, Кавказ – это важнейший геополитический регион, ключевой, можно говорить, регион большого региона. И мы видим из истории, что за контроль над Кавказом, уже исторически 2 столетия, по крайней мере, ведется активная борьба. Борьба основных ведущих геополитических субъектов. Это и Европа, англичане прежде всего, это и Соединенные Штаты, это и Турция, раньше еще и Персия участвовала в этом субъекте. И, конечно, это регион, имеющий большое значение для геополитической устойчивости России. И сегодня силы, которые наиболее активно проявляют себя на Кавказе, это, конечно, внешние силы, о которых я уже говорил. И здесь американцы, Израиль, Турция, наверное, играют сегодня решающую роль во влиянии на ситуацию. Здесь и Каспийская нефть привлекает крупные западные, прежде всего, компании. Так что эти силы, они стремятся дестабилизировать регион, ослабить влияние России, расшатать Россию и даже запустить процесс, похожий на ликвидацию Советского Союза. Какие инструменты здесь используются? Можно констатировать, что ничего нового здесь не придумывается. То, что способствовало развалу СССР, это попытка обособиться отдельным союзным республикам, а сегодня попытка обособления, занятие некого особого статуса субъектами Северокавказского региона. Работает в пользу дестабилизации. И следующий момент, который здесь присутствует, это всеобщая коррумпированность российского чиновничества, которое на Кавказе проявляется наиболее ярко и наиболее, может быть, даже масштабно. А коррупция ведет к социальному расслоению людей. И здесь противостояние возникает еще по линии, как раньше говорили, север и юг, то есть сверхбогатые люди и сверхбедные люди. Развал Советского Союза и деиндустриализация государства российского, переход на сырьевую модель развития, разрушение науки, образования, культуры, все это факторы, которые способствуют нестабильности в регионе. Если говорить о тех силах, которые проявляются со стороны федерального центра, со стороны так называемых русских националистов, то нужно иметь в виду, что после распада Советского Союза Россия, ее элита властвующая, она перешла под внешний контроль. И контролируют сегодня и внешние олигархи, мировые олигархи, и страны типа Америки, Соединенных Штатов Америки,
ну и ряда других стран. И естественно, что первая задача наших оппонентов состояла в том, чтобы привести к власти и удерживать во власти именно инородные, антирусские, антироссийские силы. А значит, для этого нужно сформировать пятую колонну, создать мощную систему средств массовой информации, чтобы держать в состоянии конфликта всю Россию и через ослабление путем конфликтности управлять российскими процессами, захватывать российские богатства. Сегодня какие выводы можно сделать? Что у центра нет своей политической стратегии по стабилизации всей России и по стабилизации и развитию Кавказского региона. У России нет государства. Попытки частными мерами, особенно такими финансовыми подачками, утихомирить Кавказ, они без проекта совместного, они неэффективны. Чем больше денег дают, тем больше разворовывается этих денег, тем больше несправедливости. А политики как таковой нет. Нет ни межнациональной политики в России, нет политики или таких серьезных проектов социально-экономического развития и так далее. С другой стороны, на Кавказе, вы знаете, элиты, которые находятся у власти в субъектах Российской Федерации, они пытаются, во-первых, держать какую-то удаленность от центра, то есть самостоятельность, игра такую национальную самостоятельность. И второе, естественно, попытка заигрывать в том числе с радикальными силами, потому что не все воюют на Кавказе за то, чтобы только ваххабизм присутствовал и так далее. Многие берутся за оружие, выражают свой протест против социальной несправедливости, неравномерного распределения доходов, невозможности работать эффективно, будь то бизнес развивать или вообще работать в государственных структурах. И на все это накладывается нападение общей нашей культуры, образованности и на такую сплошную безработицу, особенно среди молодежи. Поэтому, чтобы выйти из этой ситуации, первое, нужно элитам, и Российской федеральной элите, и элитам субъектов Северного Кавказа осознать, что отделение, дестабилизация, развал России ударит по каждому человеку, и по бизнесмену, и по учителю, и по военнослужащему и так далее. Это первое, что мы выжить в этом мире, жестоком, насильственном мире, можем только объединившись, только вместе. И никакой особости, никакого особого статуса иметь не должны к нему стремиться. Это первое. Второе, вы знаете, лучшим миротворцем всегда являлась высокая культура и высокое образование. Музыка, поэзия прежде всего, литература, театр, кино и так далее. И сегодня нужно нам всем поднимать культуру, образование. И, конечно, нужно какие-то мощные, сильные проекты.